Здравствуйте, я приветствую вас на нашем аналитическом канале. Я хотел бы начать свое выступление со слов Владикавказ, Ингуш, Заурова. Почему я это говорю? Потому что я вам хочу зачитать одну статью, один исторический документ об образовании крепости Владикавказ. На чьей земле был образован Владикавказ, и кому он принадлежал, и как он строился. Терские ведомости, номер 75, 1911 год. Торжество празднования 50-летия основания города Владикавказ. Краткий очерк. Сегодня мы празднуем 50-летие города Владикавказа. Раньше на том месте, где ныне расположен город Владикавказ, существовал ингушский аул Зауров. Но в 1784 году по распоряжению князя Потемкина на месте, где существовал этот аул, для охранения военно-грузинской дороги, служившей единственным удобным путем для соединения с Закавказьем, была устроена крепость Владикавказ. А в 1785 году по указу императрицы II от 9 мая в крепости была построена первая православная церковь. Как только была устроена эта крепость, часть осетинской народности спустилась с гор и поселилась у стен этой крепости, под защитой местных войск. Образовавшийся осетинский аул стал называться Капкай, что в переводе на русский язык означает «горные ворота». Оригинал газеты «Терские ведомости», номер 75, 1911 год. Я хотел бы повторить последние несколько строк. Как только была устроена крепость, часть осетинской народности спустилась с гор и поселилась у стен этой крепости, под защитой местных войск. Как-то странно получается, и я вижу в этом несправедливость. Вопиющую несправедливость. Вам так не кажется, уважаемые друзья? Земля, на которой построен город Владикавказ, крепость Владикавказ, принадлежала ингушам. Крепость построили русские, а живут там осетины. Вам не кажется это вопиющей несправедливостью? Мне почему-то именно так кажется. Я поэтому подчеркнул эти последние слова. Это исторический документ, который говорит о том, что земля, территория, на которой построена крепость Владикавказ, это столица Северной Осетии, на сегодняшний день, построена на ингушской земле, которая принадлежала и принадлежит ингушам. Я обращаюсь к тем, у кого затуманены головы осетинскими лжеисториками, которые почему-то скрывают или не хотят говорить о том, что Владикавказ построен на ингушской территории, на ингушской земле. Я обращаюсь к вам. Я хочу, чтобы вы знали об этом.